Мы продолжаем знакомить с династиями известных людей республики в рамках проекта «Эхо материнской любви». Он был создан общественной организацией «Молодость навсегда» и будет идти в эфире национального телевидения «Чувашия» весь следующий год. Сегодня наши герои – семья заслуженного врача Чувашии, хирурга, травматолога, доктора медицинских наук, профессора Леонида Иванова. Он был новатором, одним из первых начал применять аппарат Елизарова для лечения костно-мышечной системы, но тогда еще не был признан. А династия – Ольга Алексеева. Леонид Иванов родился в 1937 году в деревне Большие Тиуши Цивильского района. С детства в его жизни были два увлечения – медицина и музыка. Леонид Иванович закончил Казанский медицинский институт, получил второе образование – музыкальное. Играл в оркестре духовых инструментов. Он был добрым, ответственным и всегда хотел помогать людям. Вспоминает дочь врача Надежда. Он очень, как сказать, сочувствующий и очень милосердный. Вот, такое сочетание. И он такой был чувствительный, и любая боль, которая вот кем-то испытывалась из пациентов или из близких, она прям его так глубоко трогала. Человек долга, человек профессии, замечательный муж и отец. Своим дочерям Леонид Иванович и его супруга Нина Андреевна пытались передать все самое лучшее, чтобы они выросли настоящими людьми. Но я стремилась прежде всего в своих детях воспитать самостоятельность. Самостоятельность, обязательность и ответственность. И вот я за эти слова отвечаю. У нас твердое правило. Сказано, сделано. Нужно в 8 часов прийти. Придите в 8 часов. Самостоятельность и уверенность в своих силах – главные черты, которые дочь Надежда переняла от своей мамы Нины Ивановой. Мама-то была такая более решительная, и она такая новаторская, у нас как бы хотела что-то интересное. Я думаю, что вот эту черту я у нее переняла, когда мне любопытство, исследовать, посмотреть, как это все получается, что-то создать. Мама до сих пор все создает. Из всего она хочет что-то создать. То есть она сейчас в данный момент занимается у нас на участке дачи, и она там тоже творит, и она тоже там создает. Желание создавать – от мамы, а вот целеустремленность и выбор профессии врача – от отца. У папы очень много, даже все работы его научные, они были с таким новаторским направлением, которое было что-то новое в этой жизни этих лет, например. Поэтому аппарат Елизарова развивался, и это было новшество, когда можно было из переломанных ног удлинить ногу, выпрямить кость, например, сопоставить правильно. Если очень далеко разрыв, ее можно было вытягивать. Новаторство, увлеченность профессией и желание помогать людям. Это послужило толчком для открытия собственной клиники. Надежда Пахмутова специализируется на натуральном лечении, гомеопатическом и психотерапевтическом. У нас в Чебоксарах центр гомеопатический создался 20 лет назад. Я учредитель данного центра являюсь. И это тоже какое-то творчество своеобразное. Я и работаю врачом. Вот. У нас команда единомышленников, которые также думают и стараются оздоровить человеческий организм естественными способами. Дочь Надежды Александра тоже выбрала медицину. С детства она наблюдала за работой мамы, общалась с ее коллегами и часто бывала в клинике. Главная черта, которая перешла к Александре от дедушки и мамы – целеустремленность. Желание помогать тоже на генетическом уровне. Я занимаюсь косметологией, дерматовенерологией, гомеопатией обучилась. Вот. Также мне хочется преподавать. Идти все-таки с поддержки на стопам. Вот, к этому я стремлюсь. Своих 3 детей Александра воспитывает в строгости, но дает им право выбора. Только личность может стать счастливой, считает она. Ее дочь Яна учится во 2 классе. С будущей профессией еще не определилась. Но как прадедушка, который играл на музыкальных инструментах, как бабушка, которая поет, и мама, которая участвует в конкурсах красоты, Яна занимается творчеством. Ее стихия – фокусы. Кусочек сахара. Угу. Она появилась. Молодец. Только атмосфера любви, уважения и доверия позволяют добиваться целей и идти по намеченному пути. Таков принцип этой семьи. То, что важно для родителей, которых ты любишь и уважаешь, это становится важным и для тебя.
Вот оно, эхо материнской, отцовской любви, которое находит отклик в сердцах всех поколений, которые любят родителей, бабушек, прабабушек и хотят быть такими же, как они. Неважно, где ты родился и в какой семье, важно, кем ты стал или станешь в будущем. Главный принцип и девиз этой семьи, которых придерживались, придерживаются и будут придерживаться все последующие поколения. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.